Уже в 11-й раз глава государства подводит итоги года вместе с представителями СМИ. На этот раз задать вопрос Владимиру Путину изъявило рекордное количество человек. Без малого 1300 российских и иностранных журналистов. Рекордной эта пресс-конференция стала и по числу телезрителей. По сравнению только с 2014 годом их увеличилось примерно на 6 тысяч человек. Прямую трансляцию общения президента России вели телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Первый канал», параллельно переводя ее на английский, французский и немецкий языки. Пожалуй, это один из немногих дней, когда сами журналисты становятся интервьюерами и героями чьих-то сюжетов. Коллегам из разных уголков страны и мира интересно, с чем приехали к Путину и чего ждут от этой встречи. Наш вопрос, конечно, касается сельского хозяйства, потому что Краснодарский край, Кубань – это аграрный регион. Сейчас в условиях импортозамещения много делается для поддержки аграрников, и субсидии выделяются, развивается малый и средний бизнес. Но при этом цены на продукты питания с каждым днем все дорожают, даже на отечественные производители. И вот, собственно говоря, наш вопрос заключается в том, что, может быть, стоит принять какие-то, я не знаю, на федеральном уровне какие-то программы, которые будут поддерживать или сдерживать рост цен хотя бы на товар отечественного производителя. Недавно парламент Дагестана выдвинул такую инициативу, чтобы лишать террористов, которые выехали за пределы республики воевать на стороне террористов в Сирии, чтобы их лишать гражданства. Как глава страны, верховный главнокомандующий смотрит на эту инициативу, поддержит ли он это? Вопрос сегодня у нас о системе выбора мэров. Дело в том, что у нас в Нижнем Новгороде эту систему меняли, пытаются менять снова с одноглавой на двуглавую, 2 мэра, 1 мэр, избранный всенародный или из числа депутатов. И получилась такая суматоха, получилась такая неразбериха. В итоге страдают сейчас и город, и бюджет, и какие-то бытовые моменты, и финансовые. И поэтому хотелось бы узнать у Владимира Владимировича его мнение вот для таких больших городов, как Нижний Новгород. Какая все-таки система управления городом лучше, потому что у нас наши чиновники на местах в городе разобраться с этим не могут. У меня вопрос будет, конечно, по внутренней нашей жизни, как долго еще продлится этот кризис, я имею в виду экономический, финансовый, и сколько нам еще ждать, потому что на предыдущей пресс-конференции в 2014 году Путин говорил, что при самом даже плохом стечении обстоятельств мы где-то в течение 2 лет должны выйти. Это событие для меня очень важно, поскольку я впервые на пресс-конференции президента. Первый мой полет. Никогда в жизни на самолетах не летала. Волнительно вдвойне. Я узнала о том, что поеду за месяц. Готовили вопрос всей редакции. Думали. Но последние события в Крыму с запуском энергомоста, вы, наверное, знаете о нашей ситуации со светом, когда президент лично неожиданно приехал в Крым и запустил первую нитку энергомоста, конечно же, вопрос был скорректирован самим временем. И я хочу задать президенту вопрос о том, как он относится к тому, что происходит вокруг полуострова. Связано это с теми многочисленными блокадами, которые нам устраивает наша соседка Украина. Мы вот даже заготовили такой плакат «Свет наш», лампочка внутри полуостров. Он здесь накален. Почему накален? Потому что вот эти все события, все эти перипетии заставляют крымчан собраться, аккумулироваться, думать быстрее, действовать быстрее. И когда президент обращался к федеральному собранию с ежегодным посланием, он сказал такие слова: «Русский человек, он должен знать себе цену». Я хочу сказать, что крымчане, они знают себе цену, они знают цену своему выбору. И вот все то, что у нас происходит, трудности, мы все переживем ради того, чтобы быть верными своему выбору и ради того, чтобы быть частью большой страны. И я надеюсь, что президент даст мне слово и услышит вопрос от Крыма. Очередь в зал, где будет проходить пресс-конференция, выстроилась заранее. Журналисты пытаются быть ближе к президенту, заняв лучшее место. Ведь тогда и шансов задать наболевший вопрос будет куда больше. Некоторые на удачу не особо надеялись и потому прибегли к самым разным методам. Особую заинтересованность представители СМИ проявляли и к съемочной группе ЧГТРК «Грозный». Хотя и наслышаны об успешном развитии региона, все же было интересно узнать, чем сегодня дышит Чечня и что хотят спросить у Путина. Центр международной торговли сегодня напоминает целый городок журналистов. Сегодня здесь собрались представители самых разных средств массовой информации. И как мы уже успели выяснить, вопросы тоже абсолютно разные. Некоторые из них касаются модернизации системы образования, улучшения здравоохранения и взаимоотношений с Турцией. Но есть один главный вопрос.
который интересует, безусловно, всех средств массовой информации, что будет со страной в 2016 году, чего опасаться и чего ждать россиянам. Этот вопрос, собственно, и был первым на пресс-конференции. Владимир Путин сначала рассказал старый анекдот, но потом вполне серьезно добавил, что, согласно статистике, российская экономика пик кризиса миновала. Реальные располагаемые доходы населения сократились. Инвестиции в основной капитал за 10 месяцев текущего года сократились на 5,7%. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. На основании чего мы такой вывод делаем? В сентябре-октябре прирост ВВП, прирост уже составил, соответственно, 0,3–0,1% к предыдущему месяцу. Начиная с мая перестал сокращаться и объем выпуска промышленной продукции. В сентябре-октябре зафиксирован небольшой, но все-таки рост промышленного производства – 0,2–0,1%. Кстати говоря, на Дальнем Востоке зафиксирован рост промышленного производства 3,1%. Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство. Ростом составит не менее 3%. И это говорит о том, что мы правильно и своевременно все делаем по поддержке сельского хозяйства. Урожай зерновых у нас второй год подряд выше, чем 100 миллионов тонн. 103,4. Это очень хороший показатель. И еще раз воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить селян за их работу. Устойчивая ситуация наблюдается на рынке труда. Уровень безработицы колеблется около 5,6%. Понимаем с вами, если вспомним 2008 год, что в целом это результат положительной работы правительства. Сохраняется положительный сальдо торгового баланса. Вот у нас общий объем товарооборота упал, а сальдо положительное сохраняется, причем на достаточно серьезной величине зафиксировано – 126,3 миллиарда долларов. Международные резервы составили 364,4 миллиарда. Они немножко сократились, но все-таки это очень солидная величина. Снизился внешний долг Российской Федерации на 13% по сравнению с 2014 годом. Существенно сократился отток капитала. Более того, в третьем квартале текущего года отмечен чистый приток. Вот что касается снижения долговой нагрузки, чрезвычайно важная вещь и важный положительный показатель. Это обратная сторона медали, связанной с так называемыми санкциями. Конечно, было бы хорошо, если бы мы имели выход на внешние рынки рефинансирования, и все эти деньги оставались внутри экономики России и помогали развиваться. Но, с другой стороны, перезакредитование тоже плохой признак. И поэтому мы ведь что сделали? Мы, несмотря на все ограничения, полностью исполнили все наши обязательства перед нашими партнерами, в том числе и перед кредитными международными зарубежными организациями. Мы полностью все выплачиваем в срок и в полном объеме. И общий совокупный долг, это не госдолг, а общий совокупный долг, имея в виду и задолженность финансовых наших учреждений, и предприятий реального сектора экономики, он сократился. И это, в принципе, положительная вещь. Это говорит о чем? О том, что инвесторы, понимая реалии нашей экономики, начинают проявлять к этому интерес, к работе здесь. Отметил Путин и то, что, несмотря на сложную ситуацию, продолжает развиваться и ТЭК. Добыча нефти, угля, электроэнергии увеличилась. По итогам года будет введено в строй более 4,6 гигаватта новых генерирующих мощностей. Мы уже примерно 20 ввели, это чуть меньше, чем в прошлом, позапрошлом году. В прошлом, позапрошлом был вообще абсолютный рекорд, но 4,6 – это тоже очень хороший показатель. И в ближайшие годы такие темпы будут сохранены. И это тоже очень важно, потому что это говорит о растущих возможностях экономики в целом, говорит о ее энергообеспеченности. Развивается инфраструктура активно. Вся морская портовая инфраструктура России получила прирост мощности в объеме 19,5 миллиона тонн. Кстати говоря, обращаю внимание вот на что. За январь-сентябрь объем перевалки грузов в российских портах увеличился на 3%. Коллеги дорогие, это о чем говорит? Вот у нас доходы бюджета от наших экспортных товаров уменьшились. Почему? Да из-за стоимостных показателей.
А поскольку мы фиксируем увеличение товарооборота в портах, это значит, что физический объем не уменьшился, а даже увеличился. И это весьма позитивный фактор. Продолжаем развитие аэропортной системы. За 9 месяцев они обслужили аэропорты более 126 миллионов пассажиров. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Заметно вырос и объем внутренних авиаперевозок, более чем на 16%. Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, мы продолжаем ответственную политику в области государственных финансов. За 11 месяцев текущего года доходы федерального бюджета составили 12,2 триллиона, а расходы 13,1 триллиона. Дефицит бюджета, как мы видим, 957 миллиардов. Ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам текущего года 2,8–2,9% ВВП. Это вполне удовлетворительный показатель для сегодняшней ситуации в экономике. Чтобы обеспечить сбалансированность федерального бюджета, в текущем году мы задействовали резервный фонд. При этом, и это тоже очень важно, суверенные фонды в целом сегодня находятся на вполне не просто удовлетворительном, на хорошем уровне – 11,8% ВВП. Спросили у Путина, поддерживает ли он политику Центрального банка, на что он ответил положительно. Зашла речь и об эффективности деятельности правительства. Президент подчеркнул, что она удовлетворительная. Безусловно, нужно работать лучше, но в целом стратегический кабинет министров делает нужные шаги и действует эффективно. Отвечая на вопрос журналиста о переименовании должности главы Татарстана, президент напомнил о выборе руководства Чечни и чеченского народа. Он подчеркнул, что жители региона самостоятельно сделали этот шаг, который следует воспринимать с уважением. Летом 2010 года Рамзан Кадыров принял решение изменить название своей должности с президента на главу, заявив, что в России только один государственный деятель имеет право называться президентом, и в стране следует прекратить парад региональных президентов. У нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства. Вот уже знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну, даже если Чечня сказала нет, у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Тема взаимоотношений с Турцией была, пожалуй, одной из самых обсуждаемых. Она интересовала как СМИ России, так и турецких журналистов. Президент страны был категоричен, отметив, что действия турецких властей в отношении нашего самолета – это не недружественный, а враждебный акт. И что на межгосударственном уровне он не видит перспектив наладить отношения с турецким руководством. А на гуманитарном – конечно. Сбили военный самолет, у нас люди погибли. Что нас особенно возмутило? Если бы это был бы несчастный случай, как мы потом слышали, турецкие власти вроде бы даже не знали, что это российский самолет, тогда что делают в этих случаях? Люди же погибли. Сразу снимают трубку и объясняются друг с другом. Вместо этого сразу побежали в Брюссель, говорить: караул, нас обижают. Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там, что ли? Нет. Начали прикрываться НАТО. А НАТО нужно это для НАТО? Да вроде выяснилось, что тоже нет. Мы проявили готовность сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам. Зачем надо было это? Я не понимаю, зачем? А чего добились? Они что, думали, что мы сейчас оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Мы свое присутствие увеличили. Количество боевой авиации увеличено. Вы спросили, может быть, там третья страна какая-то есть. Я намек ваш понимаю. Мы этого не знаем. Нужно это американцам или нет. Можно себе представить, что на каком-то уровне были договоренности о том, что мы здесь вот навернем российский самолет, а вы закроете глаза, что мы зайдем, так скажем, на территорию Ирака и оккупируем часть Ирака. Я не знаю, может быть, такой размен и был. Нам это неизвестно. В любом случае, они всех поставили в очень трудное положение.
Касаясь темы Сирии, Путин отметил, что урегулирование сирийского конфликта возможно только политическим путем. В первую очередь, сам сирийский народ должен определить, кто им должен управлять и по каким стандартам, и по каким правилам. Мы никогда не согласимся с тем, что кто-то со стороны, где бы то ни было, будет кому бы то ни было навязывать, кто должен где руководить. Но это просто абсолютно не укладывается ни в какой-то здравый смысл, ни в международное право. Мы поддерживаем инициативу Соединенных Штатов, в том числе по подготовке резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. А именно с проектом этой резолюции приехал госсекретарь. В целом это нас устраивает. Думаю, что после ознакомления с проектом и сирийские власти это должны устроить. Хотя что-то может и не нравится, потому что в попытке разрешить конфликт, который длится в течение многих лет, именно кровавый конфликт, всегда возможен компромисс, но уступки должны быть сделаны с обеих сторон. Мы будем всячески способствовать разрешению этого кризиса и будем стремиться к тому, чтобы решения, которые могут быть найдены, устраивали все стороны, как бы сложно эта ситуация не выглядела. Но последовательность должна быть такая. Совместная работа по подготовке Конституции, должен быть создан такой механизм контроля за будущими возможными выборами, причем такой механизм прозрачный, которому все будут доверять. И на основе вот этих демократических процедур Сирия сама должна будет определиться, какие формы правления там являются наиболее приемлемыми и кто должен руководить страной. Наша страна не заинтересована в конфликте с Украиной, и российских внутренних войск там никогда не было. И Россия не собирается вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции, отметил Путин, добавив, что хочет быть услышанным. Мы просто переходим на режим наиболее благоприятствуемой нации в торговле, подчеркнул президент. Часть бюджетных средств была переориентирована на операцию в Сирии. Но это, по словам Путина, не имеет существенного значения для бюджета, который, кстати, могут пополнить сборы от недавно заработавшей системы «Платон». Эти деньги пойдут только на дорожное строительство в регионе, заверил журналистов глава государства. Также все планы, связанные с поддержкой АПК, будут претворены в жизнь, сообщил Путин. Можно с помощью тех средств регулирования, в том числе финансового, налогового, поддержать тех, кто хочет начать свое дело. Ну, например, можно принять решение, федеральный закон дает такое право регионам, на 2 года вообще освободить от налогов тех, кто начинает свое дело. И речь идет там о частных предпринимателях, индивидуальных предпринимателях, но это уже дело конкретного человека, как он юридически оформит то, что он начинает делать. И, уверяю вас, это такая существенная помощь была бы. А есть и другие формы. Например, единый сельхозналог там можно соответствующим образом трансформировать для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку фискальную. Можно помочь в создании инфраструктуры по реализации продукции, имея в виду соответствующее объединение для того, чтобы фермер мог реализовать эту продукцию. Ну и, наконец, существенная поддержка. Ну, такой никогда не было. Это освобождение собственного рынка для нашего товаропроизводителя. Рассказали Путину и о том, что в Калининграде сбил журналиста курсант пограничного института ФСБ. Девушка в инвалидной коляске, а курсанта прав так и не лишили. Путин среагировал незамедлительно, и уже через час после пресс-конференции стало известно, что началась доследственная проверка дела. Отдельное внимание Путин уделил ситуации с пострадавшим в родильном доме малышом Матвеем из Тулы. Чуть позже уполномоченный по правам ребенка при президенте страны Павел Астахов сообщил, что в ближайшее время Матвей будет определен в семью. Случай вопиющий, ужасный, что называется, без слез невозможно об этом говорить и вспоминать. Трагедия страшная. Просто даже не хочу говорить, просто это ужасно. И дело не в здравоохранении в целом. Здесь сколько денег не давать, все равно, наверное, будут люди, которые с такой преступной халатностью относятся к исполнению своих обязанностей. Надо за этим следить и выстраивать вот здесь отношение самого персонала к своим служебным обязанностям совершенно по-другому. Что касается дома инвалидов либо усыновления, знаю, что действительно вся страна за этим следит, и
в целом я и так это знаю, держу на контроле. И более того, известно, что несколько человек, не один, не два, не три, несколько семей не просто хотят, а борются за право усыновить Матвея. И я желаю им удачи, хочу их за это поблагодарить. В самое ближайшее время, надеюсь, эта проблема будет решена. О готовности отменить визовый режим с Грузией сообщил президент страны, касаясь вопросов взаимоотношений. Он напомнил, что мы не виновны в их ухудшении. От темы внешней политики Путин перешел к внутренним проблемам. В ближайшее время пенсионный возраст повышаться не будет, однако рано или поздно государство к этому придет. Это всего лишь вопрос времени. В ходе большой пресс-конференции затронул глава государства и вопрос возможного отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам. Если человек принял решение продолжать работать, ему не будут индексировать пенсию там, в 2016-2017 году, а в 2018, допустим, он принял решение все-таки прекратить работать и перейти только на пенсию, то он не получит деньги за 2016-2017 годы, но все равно при выходе окончательно на пенсию эти индексации, которые сделаны для других пенсионеров, будут учтены и для этой категории пенсионеров. И он, конечно, будет получать пенсию уже в индексированном виде и с той индексацией, которую получили за предыдущие годы другие граждане. Спросили у Путина, готов ли он к диалогу с новым президентом Америки, на что глава государства ответил, что мы хотим развивать отношения с Соединенными Штатами. Последний визит госсекретаря показал, что и американская сторона готова как-то двигаться в сторону совместного решения тех вопросов, которые могут быть решены только совместно. Это уже, в принципе, такая здравая позиция. Мы ее всячески поддерживали и будем поддерживать. Мы никогда не закрывались. Кого бы американский народ не избрал, это они пытаются все время нам здесь подсказывать, что нам нужно делать внутри страны, кого избирать, кого не избирать, по каким процедурам. Мы же никогда этого не делаем, не лезем туда. Да и опасно. Там, говорят, прокурор, если кто-то из наблюдателей из иностранных подойдет ближе, чем на 5 метров к очереди на выборах, то он пугает, что в тюрьму посадят. Мы даже этого не делаем, правильно? Мы открыты и будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ. Задавали Путину и провокационные вопросы, к примеру, что он думает про чеченский след в убийстве Бориса Немцова. Президент ответил, никто никого прикрывать не будет, и следствие разберется. Но прежде чем делать выводы, надо установить виновных. По поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить. Как бы долго это, кстати говоря, не продолжалось. Вот у нас было убийство Старовойтовой. Она ведь тоже была оппозиционером в известной степени. Значит, все-таки правоохранительные органы довели это дело до логического завершения. Так же, как и некоторые другие дела в отношении людей, которые настроены были оппозиционно к власти. Полагаю, что вот такие вещи обязательно должны быть расследованы, а виновники изобличены и наказаны, виновные изобличены и наказаны. Таким образом, мы будем создавать устойчивую политическую систему внутри собственной страны. Это важнее, чем кого-то прикрывать, не дай бог. Никто никого прикрывать не собирается. Но нужно дождаться данных объективного следствия. Первым лицам крупных российских компаний Путин предложил делиться своими доходами, например, направлять их на благотворительные цели. Всего пресс-конференция длилась 3 часа и 7 минут. Диалог между властью и обществом, несомненно, состоялся. И эта площадка играет очень важную роль в решении многих проблем, уверены специалисты. Как вы знаете, в последнее время произошли очень резонансные события. Это и взрыв нашего самолета над Египтом, это и то, что сбили наш самолет. Ну и много других было событий. И сегодня по всем этим вопросам мы получили очень четкие, ясные ответы. Он проявил исключительное миролюбие президента Российской Федерации.
он продемонстрировал, что у России исключительно миролюбивая политика в целом государства. Самое, что мне лично было приятно, я сидел, любовался, и я такое наслаждение получал, это от того, что я видел, что президент нашей страны, он, понимаете, перед ним нет никакого монитора, нет никаких наушников и так далее, никто не подсказывает. И он фантастическую осведомленность показал. Где-то из регионов кто-то поднимает региональный, районный вопрос, и он в курсе этого, он историю вопроса знает, он знает, как решается. Понимаете? И так вот цифры по производству, по бюджету, по прочим, это было уникально. И я считаю, что вот такая пресс-конференция, она очень нужна, я повторяюсь, но с другой стороны, она школа, вот если взять даже профессионализм, она огромная школа для региональных журналистов. У нас, например, в Чеченской Республике, вы знаете, на базе телеканала «Грозный» Рамзан Ахматович Кадыров систематически проводит вот такие общения. Причем никаких ранее обговоренных вопросов не бывает. И здесь тоже, понимаете, никто вопросы не фильтрует. Вот такой свободный обмен, дружелюбный с журналистами. Владимир Путин в ходе 11-й пресс-конференции ответил на 44 вопроса. Их задали в общей сложности 32 журналиста, в том числе 27 из российских СМИ и 5 из иностранных. Из них 14 мужчин и 18 женщин. Ну а те, кто так и не смог обратиться к главе государства, уверены, что в следующем году повезет больше. Рузана Веселаева, Левтина Беландыкова, Халид Мавсаев. Новости 7.